Социальное зло, оказывающее негативное влияние на государство, общество и каждого гражданина. Коррупция подрывает авторитет гос- и муниципальных органов, затрудняет экономическое развитие страны в целом. В 2022 году в стране выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 миллиарда рублей, а общий ущерб от коррупции в прошлом году превысил 37 миллиардов рублей. Сегодня коррупция не ассоциируется со взяточничеством. Она имеет достаточно сложные формы своего проявления. На борьбу с этой проблемой в настоящее время направлены все государственно-правовые средства. Надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции осуществляет прокуратура. Благодаря слаженной работе сотрудников растет число пойманных коррупционеров. Так, в прошлом году выявлено 1496 нарушений. В целях их устранения внесено 251 представление. В дисциплинарной ответственности привлечено 467 должностных лиц. Кроме того, на незаконные правовые акты прокурорами принесено 284 протеста. Практически все они рассмотрены, удовлетворены. Незаконные акты либо отменены, либо приведены в соответствии с действующим федеральным законодательством. В суды республики прокурорами предъявлено 37 исковых заявлений, из которых 5 непосредственно связаны с возмещением ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, на общую сумму, будем так говорить, свыше 10 миллионов рублей. Из них уже удовлетворены исковые заявления на сумму 7 миллионов 746 тысяч рублей. Также органами прокуратуры по результатам проведенных проверок были привлечены к административной ответственности 40 должностных лиц. И хочу подчеркнуть, что 18 из них – это юридические должностные лица, которые не исполнили установленную законом обязанность по направлению по прежнему месту работы государственного либо муниципального служащего соответствующее уведомление. Взыскание всех наложенных судами штрафов находится на особом контроле в прокуратуре республики. В 2022 году прокуратурой республики выявлено 446 нарушений законодательства о противодействии коррупции, связанных с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений. Из них большая часть связана с непредоставлением или представлением неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Нами такие проверки были проведены в Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетия, Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия, Министерстве культуры Республики Ингушетия, Министерстве по внешним связям, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия, Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия, Комитете по туризму, а также Инспекции государственного строительного надзора по Республике Ингушетия. Также и районные прокуроры проводили соответствующие проверки на своих уровнях и в территориальных отделах органов внутренних дел, а также в органах местного самоуправления. По всем выявленным нарушениям были принесены акты прокурорского реагирования, которые удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов прокурорами в 2022 было выявлено 168 НПА, содержащих 175 коррупциогенных факторов. 142 из них были исключены в результате прокурорского вмешательства. Также в регионе активизирована работа правоохранительных органов по выявлению фактов дачи взяток от имени либо в интересах юрлица. При координирующей роли прокуратуры республики по материалам Управления Федеральной службы безопасности по Республике Ингушетия был выявлен факт получения взятки, дачи взятки, соответственно, получения взятки должностным лицом Министерства внутренних дел Республики Ингушетия, а передавал, соответственно, эту взятку генеральный директор юридического лица, то есть генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Хочу подчеркнуть, что сумма взятки даже для Республики Ингушетия значительная, это составляет более 10 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту проводится расследование Следственным комитетом, Управлением Следственного комитета по Республике Ингушетия. Ход расследования по данному уголовному делу находится также на особом контроле в прокуратуре республики. Тимур Караев также сообщил, что число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в 2022 году осталось на прежнем уровне – 44 преступления. А вот число выявленных фактов взяточничества увеличилось на 37,5% с 10 до 16. При этом, если мы будем сравнивать статистику с 2021 годом, если в 2021 году был выявлен всего один факт получения взятки за год по республике, то уже в 2022 году таких фактов выявлено 6. Кроме того, также выявлено 9 фактов дачи взятки и 1 факт
посредничества во взяточничестве. И также хотел бы отметить, что у нас обеспечено и организовано надлежащее взаимодействие с управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Республики Ингушетия. Между прокуратурой Республики и Республикой Ингушетия заключено уже более 2 лет назад соглашение о сотрудничестве. Мы обмениваемся информацией, что позволяет нам оперативно реагировать на факты нарушения антикоррупционного законодательства. Роль прокуратуры в борьбе с коррупционным злом значительно возросла. С сотрудниками проводятся проверки соблюдения установленных запретов, ограничений, обусловленных государственной и муниципальной службой, а также выполнение чиновниками различного уровня обязанностей, установленных законом. Самое мягкое наказание за взятку – штраф, а самое суровое – лишение свободы до 12 лет. Кроме того, за получение взятки лишают права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности до 3 лет. Хотел бы рекомендовать жителям нашей республики при малейшем каком-то факте получения ими информации, либо о вымогательстве у них каких-то денежных средств теми или иными недобросовестными чиновниками, не стесняться, не бояться обращаться в прокуратуру республики. Телефоны все эти наши известны. Это 550428, 550429. Пожалуйста, в любое время мы готовы рассмотреть. И особо хочу подчеркнуть, что анонимность указанных обращений нами гарантируется, как и защита тех лиц, которые будут сообщать о фактах взяточничества. Всего в 2022 году судами республики рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 18 лиц о преступлениях коррупционной направленности. Им назначены разные виды наказаний. 3 человека лишены свободы, 9 лиц на условном сроке. Штрафы назначены другим 3 преступникам, а 1 коррупционер дополнительно лишен права занимать определенные должности. Диана Дударова, Асхабила, Киев. Новости 24.